Но мы себя здесь гостями точно не ощущаем, не считаем. Мы приезжаем к своим друзьям, к своим родственникам, братьям, потому как мы считаем, что мы вместе с Российской Федерацией, жители Абхазии, России и многих стран других являются одним большим народом, который живет в разных странах на сегодняшний день. Так что такое для нас Россия? Это в первую очередь родные для нас люди. Это люди, с кем мы живем в одном социальном, экономическом, духовном и в любом пространстве. Потому я думаю, что и ценности у нас одни, и мысли у нас схожи. По этой причине говорить, что кем доводятся россияне Абхазам, наверное, не буду. Но раз мы говорим о туризме, безусловно, и абхазский турист существует, который любит путешествовать благодаря разного рода, скажем так, международным, пока еще не отрегулированным вопросам. Абхазский турист передвигается сегодня благодаря поддержке Российской Федерации. Мы же, в свою очередь, являясь соседями с большим олимпийским Сочи, и все то, что сделано на территории Большого Сочи, это современные курорты, Красные Поляны, это то, что привлекает сегодня наших людей, то, куда абхазы чаще всего выезжают отдыхать. Хотя у нас свои горы есть, они были закрыты, я говорю, были, потому как мы об этом никогда не говорили. Но сегодня мы берем пример и видим те новые направления и считаем, что абхазские горы не менее привлекательные, чем прибрежная часть, потому собираемся развивать горный туризм в Абхазии. И для этого у нас, слава богу, есть пример, куда мы сегодня ездим. Я еще раз повторюсь, это был Краснодарский край, Красная Поляна. Невозможно не отметить то, как развивается туризм в России, на Северном Кавказе. Для меня были абсолютно, скажем так, удивительно увидеть то, какие проекты собираются реализовать в Республике Дагестан, скажем так, как корпорация Кавказ РФ, то, чем они там занимаются. Архыз тот же самый становится курортом мирового уровня. Поэтому для нас нам есть что посмотреть в качестве туриста и потом попробовать применить это у нас в стране. Пользуясь случаем, хочу сказать, что мы, по примеру того, что мы видим в России, пытаемся абсолютно аналогичные вещи, с учетом каких-то особенностей нашего менталитета, реализовывать и на территории нашей страны. Поэтому впервые в 26 году в Абхазии появляется событийный календарь